Всем доброго утра, хорошего настроения. Сегодня 19 декабря. Начинаем новое утро вместе с вами на Якутия-24 НВК Саха. С вами Вероника Тамтосова. Начинаем утро в хорошей компании. Как всегда, у нас для вас много всего интересного. Расскажем про то, как готовиться к Новому году в разных уголках мира. Дадим несколько полезных советов, что же прочитать. Конечно, поговорим о правильных словах. И еще много-много всего интересного. В том числе у нас замечательные гости. Сегодня у нас представитель библиотеки национальной расскажет, как приучить ребенка к чтению, чтобы он полюбил книги, что лучше с ним почитать, и еще много всего интересного. Ну а во втором блоке поговорим о безопасности, с учетом того, что сколько лампочек на наших новогодних красавицах, как это будет безопасно ими владеть. В общем, все самое свежее, самое интересное, самые потрясающие новости, и все это в нашем предпраздничном уже эфире. Оставайтесь вместе с нами на канале Якутия-24 НВК Саха. Ну а прямо сейчас готовимся к новому дню. Конечно, поговорим о погоде. Итак, сегодня у нас в центральных районах температура составит минус 36, минус 44 градуса, в заречной группе 44-48 ниже 0, в южных 34-44 градуса мороза, в Вилюйской группе минус 35, минус 37, в Нижнеленских 38-44 ниже 0, в западных минус 33, минус 36. В Колымо-Индигирской группе 28-49 градусов мороза, в Янских минус 24, минус 39. На северо-западе более тепло, минус 12, минус 31. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 40 градусов мороза, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня преимущественно без осадков, температура воздуха минус 36, минус 38 градусов. Ветер западный 1,4 метра в секунду. Но мы напоминаем, что мы объявили вчера конкурс на лучшее оформление дома, квартиры, комнаты к Новому году. Что нужно сделать? Все очень просто. Нужно сфотографировать, заснять и отправить к нам на электронный адрес utro@mail.ru. Видите наш адрес на экране, отправляйте. Обязательно все посмотрим, самые красивые оформления покажем. Ну и, конечно, всей дружной компанией выберем, кто станет победителем. Победитель получит нашу новогоднюю композицию. Вот вы видите на столе. Такая красивая композиция. Вы получите аналогичную, сделанную собственноручно нашими ведущими, в подарок, чтобы у вас было прекрасное настроение, ну и, конечно, запах елки, что тоже будет радовать глаз и дарить предновогоднее, предпраздничное настроение. Так что активно участвуйте, высылайте, ждем ваших фотографий и видео. Ну а прямо сейчас последние новости. Коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. 22 декабря в пятницу в 12:00 глава Якутии огласит ежегодное послание Госсобранию Илтумена. Исайян Николаев подведет основные итоги года и обозначит стратегические направления развития республики на ближайшую перспективу. Послание огласят в присутствии народных депутатов, членов правительства, глав районов, руководителей крупных предприятий и организаций. Планируется участие представителей судебной власти и прокуратуры, сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы от Якутии, руководителей территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти по республике, а также лидеров традиционных конфессий и общественников. Наша компания будет вести прямую трансляцию мероприятия. Мы продолжим, я считаю... Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей. Это распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности. Отмечается, что полная идентификация будет проводиться в отделении банка при личном присутствии клиента. Плюс он должен будет предоставить дополнительные сведения, такие как цели проведения этого денежного перевода. А иностранцам придется предоставлять данные миграционной карты и подтверждать легальность нахождения в России. В России цены на куриное яйцо могут снизиться после Нового года. Для этого есть все основания, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, власти достаточно давно обратили внимание на увеличение стоимости яиц и начали предпринимать необходимые действия. При этом одним из самых главных решений министр назвал снятие импортной пошлины с этого продукта, что позволит насытить рынок и дать дополнительный объем,
который тоже должен повлиять на цену. Так, уже на этой неделе ожидаются поставки яиц из Азербайджана, а через 2-3 недели из Турции. Итоги года подвел Общественный совет Министерства по развитию Арктики и делам коренных малочисленных народов. Рассмотрено 3 вопроса, в том числе озвучены результаты федерального проекта «Чистая Арктика». Так, в арктической столице Якутии в поселке городского типа Тикси волонтерами собрано 137 тонн мусора на площади более 11 тысяч гектаров. Будут обсуждаться итоги работы за 2023 год, а также освещена работа федерального проекта «Чистая Арктика», а также будет рассмотрен проект концепции развития сельского хозяйства в арктических районах Якутии. Мы считаем, что эти вопросы очень важны и требуют обсуждения, рассмотрения, и чтобы в следующем году мы могли эти направления развивать и уже действовать. В Якутии победители и призеры заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников будут получать единовременные денежные выплаты. Победители 500 тысяч рублей, а призеры 100 тысяч рублей. Об этом говорится в указе главы республики. Выплата учреждена для поощрения учащихся, проявивших выдающиеся способности в области образования, указано в документе. Вознаграждение предусмотрено за каждое звание победителя или призера. Напомним, в Якутии также продолжаются выплаты в 100 тысяч рублей выпускникам, набравшим высший балл по итогам ЕГЭ. В этом году денежное поощрение получили 24 выпускника. Для обучения школьников принципам разработки, сборки, эксплуатации беспилотников в школах будут создавать кружки, оборудованные рабочими столами и полетными зонами. Такие рекомендации Минпросвещения направлены на создание в школах помещений со всем необходимым современным оборудованием и площадками, чтобы любой желающий мог освоить навык сборки и пилотирования квадрокоптера. Субсидии регионам на эти цели предлагается выделять из федерального бюджета к 2030 году. Хотят создать почти 5000 таких кружков и открыть 380 специализированных центров. Всем еще раз доброго утра и хорошего настроения. Вот такие последние новости. А я вот тут в промежутке еще книжку новогоднюю пролистала. А почему? Потому что у нас сегодня в гостях замечательный гость, который может рассказать о том, как научить наших деток читать. Это Центр ДТК чтения Национальной библиотеки. У нас сегодня в гостях Наталья. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Вероника. Очень рады вас приветствовать. Мы сами являемся бенефициарами вашей библиотеки, очень активно участвуем в различных программах, поэтому безумно рады вас видеть. И, конечно, начинаем с самой большой проблемы всех родителей, как научить ребенка читать и, главное, любить читать. Да, Вероника, я очень рада, что начинаю это зимнее декабрьское утро именно в вашей компании. Да, давайте не будем от всех скрывать то, что вы являетесь мамой нашего амбассадора Ангелины Тамтосовой, которая является нашей постоянной читательницей и участницей всех наших мероприятий, конкурсов. И я думаю, я уже... При этом Ангелина, знаете, она учится и хорошо и в школе, и выступает, и бальные танцы, и любит читать. И мне кажется, вот любовь к чтению — это действительно основа успеха. И именно вот у таких мам растут такие замечательные дети, которые любят ходить в библиотеку и любят читать. Ну, не без вашей помощи. Спасибо вам большое. Это же вот мы расскажем, что мы случайно попали, то есть начали с иллюстрации книг в библиотеке, и вот прям заразились, начиная вот с иллюстрации книг, мы перешли к любовью читать книги, пусть хотя бы в электронном виде. Тоже вот, кстати, это Ангелинина книга. Ой, это «Кошмар перед Рождеством». Мы каждый год покупаем книжку вот перед Новым годом. Ну вот это как было в детстве еще, мы продолжаем, как стимул вот перед Новым годом хотя бы прочитать вот одну книжку совместно с семьей. Вот как вы считаете, как научить ребенка читать? Я думаю, нужно начинать как можно раньше, а лучше всего прям с 0+. Вот приехала мамочка из роддома, и в принципе уже можно находить время. Конечно, это и пострадовая депрессия и так далее, но нужно находить время и читать просто для ребенка свои любимые книги. Неважно, это детектив, это роман, это приключение или это детская какая-то литература. Главное, чтобы ребенок уже воспринимал информацию и запоминал этот образ читающего родителя перед глазами. Ну, то есть, получается, нужно начинать, как всегда, с себя.
Да, нужно начинать с себя, и нужно начинать, знаете, дети некоторые даже учатся читать уже в очень раннем возрасте, начиная с 1,5–2 лет. То есть уже можно делать какие-то попытки к чтению, именно к этому, к получению этого навыка. Ну, очень интересно. Скажите, пожалуйста, я знаю, что в вашей библиотеке ДТК-центр чтения находится на проспекте Ленина, да? Вот, есть прям отдельный зал для малышей, то есть туда можно с самыми маленькими читателями приходить, и они не будут никому мешать. Вот что там Да, происходит? действительно, у нас есть залы читальные и абонементы именно для малышей от 0 лет. Получается, там книжки, картинки, минимум текста, практически даже нет текста, очень много картинок, и можно уже приходить и спокойно брать эти книги на дом на 2 недели. Когда ребенок уже научится ходить, можно уже приходить вместе с ребенком. У нас проводятся различные мероприятия, это квесты, игры, мастер-классы творческие. У нас в этом году мы создаем достаточно большое комьюнити вокруг нашей библиотеки. Это, конечно же, такие активные родители вроде вас, Вероника, это известные предприниматели. Кстати, они все были нашими читателями. Это политики, руководители компаний. В общем, это все люди, которые уже достигли каких-то определенных успехов в своей отрасли. Они приходят к нам в библиотеку в качестве спикеров, в качестве лекторов и уже делятся своими секретами успехов, рассказывают про то, что они конкретно в детстве читали. То есть происходит такой вот обмен опытом, да, и наставничество своего Ну, то рода. есть, получается, центр чтения — это не только сама библиотека, как мы представляем, тихо, не разговаривать. Да, это уже раньше такой активный так центр, было. да, где мамочки могут с маленькими даже детишками прийти, поучаствовать в мероприятиях, немножко отдохнуть, получить полезную информацию, и уже подрастающее поколение на примере спикеров показать, что чтение ведет к успеху. Да, действительно, чтение — это основа успеха, это основа креативного мышления, это основа интеллекта. В общем, как можно раньше нужно начинать чтение, как можно раньше нужно начинать ходить в библиотеку и, конечно же, формировать у себя дома семейную библиотеку. Ну, очень заразительно, особенно век, когда все-таки все в электронном формате. Мне кажется, такая ценность приобретения каких-то книг как подарка, как вот какого-то такого уже физического выражения, это уже и элементы интерьера, и заодно всегда можно протянуть и что-то прочитать, хотя бы немножко. Ну, очень интересно. Наверняка у вас много новогодних мероприятий. Да, сейчас у нас вот как раз завтра, послезавтра у нас пройдет фестиваль, 4-й республиканский фестиваль семейного чтения, и мы, конечно же, приглашаем всех родителей с детьми. У нас будут мастер-классы, встреча с психологами, современными писателями, в общем, книжные выставки, книжные обзоры, и, конечно же, вот будут мероприятия наших новых проектов, которые мы запустили в этом году. Это «Библия Пес», то есть мы пытаемся переформатировать нашу старейшую детскую библиотеку республики, сделать ее более интересной. И в этом году у нас вот новые проекты запустились. Вот, например, «Библия Пес». Это встречи с настоящими собаками. В данном случае к нам придут в гости кинологи и полицейские наши четырехлапые. Уже не первый раз, да, он уже действует 1 год. У нас уже были собрания нашего книжного клуба «Библия Пес» выездные. Даже мы ездили в Саха-цирк на эксклюзивную встречу с цирковыми собаками. То есть мы изучаем посредством, например, в рамках этого проекта, изучаем произведения о животных и воспитываем бережное отношение. И также, конечно же, дети, которые мечтают о домашнем питомце, они могут с ним покоммуницировать, погладить, в общем, и увидеть какие-то трюки. Ну, то есть получается такое психологическое, всестороннее. И почитали, и посмотрели, и на живых собак посмотрели, и пообщались. Ну и кто, к сожалению, не имеет возможности завести питомство, получил такое удовольствие в виде контакта с животным. Ну, очень интересно. А как пройдут каникулы в библиотеке новогодние? Ой, на каникулах мы, к сожалению, будем закрыты в январе, да, но я вот очень, конечно же, советую всем родителям найти время в эти горячие денечки декабрьские, заглянуть к нам, даже можно без ребенка, и хотя бы взять как можно больше книг на эти новогодние каникулы. У нас действительно книжный фонд наш пополняется очень хорошо, очень регулярно, и это, наверное, это точно самый богатый книжный фонд по всей республике, даже не побоюсь
находимся на Дальнем Востоке, один из самых крупных книжных фондов детской литературы. Поэтому приходите к нам, берите книги, манго, комиксы, все, что вас интересует, и просто наслаждайтесь чтением, проводите каникулы полезно. Ну, прям желание, прям садиться за книгу вечером у камина возле елки, начинать читать. Огромное спасибо, что пришли в гости. Удачи в реализации всех проектах. Обязательно будем стараться активно участвовать, тоже поддерживать все начинания. Ну и до новых встреч в библиотеке. Обязательно. Ну, такой замечательный у нас гость, столько позитивных эмоций, но мы продолжаем. И новости. Оксфордский словарь назвал слово года. Об этом журналистам рассказал представитель Оксфордского университета. Это слово «рис», которое переводится как «обаятельный», «способный», «расположить к себе», «способный влюбить в себя человека» в романтическом смысле. Синоним этого слова на русском языке – харизма. Вот такое вот замечательное слово этого года. Ну, и, конечно, мы продолжаем нашу постоянную рубрику, и сегодня мы узнаем, что же почитать. И мы с радостью выдохнем, отдохнем от рабочих будней целых 9 дней, и в это время есть возможность насладиться с семьей книжками. Чего не скажешь о тех, у кого работа не зависит от красных дней. В календаре это спасатели, пожарные, врачи. Они работают круглосуточно, 360 дней в году. То есть абсолютно без выходных, пусть и посменно, но эти люди охраняют наш покой. И сегодня в нашей постоянной рубрике мы получим интересную рекомендацию, что же почитать именно в этом направлении. С наступающим Новым годом, дорогие друзья! В сегодняшней рубрике «Книжная полка» мне хотелось бы рассказать вам о книге Ада Маккея. Это бывший врач, а сегодня комик и писатель. Книга называется «Осторожно, Рождество» из серии «Медицина без границ». Книги о тех, кто спасает жизни. О том, как доктора проводят новогодние праздники, вам расскажет эта книга. Бывают загруженные смены, бывают сильно загруженные смены, а бывают апокалиптические, безумные смены, когда хочется с большим желанием поменяться местами с индейкой в духовке. Это одна из цитат автора этой книги. Книга состоит из дневниковых заметок врача. Язык заметок емкий, яркий, а юмор хоть и циничный, но воспринимается невраждебно. Возможно, только потому, что с первых страниц автор много шутит, и много шутит он над собой. А шутки действительно хорошие, местами заливающиеся смехом во весь голос. Правда, есть и эмоционально трудные моменты, но на то это и записи врача. Идея этой книги – передать и рассказать читателю о том, как проводят новогодние праздники врачи на дежурстве в формате небольших зарисовок. Понятие «рождественские праздники» не совсем применимо к медицине, поскольку младенцам по большому-то счету наплевать на ваши планы, знакомиться с содержимым большой бутылки ликера или добраться до дна жестяной коробки с конфетами, а ситуации, требующие неотложной медицинской помощи, не случаются реже только потому, что из колонок в каждом магазине звучит новогодняя и праздничная песня. Прочитав эту книгу, не совсем понятно, кому все же меньше повезло оказаться в больнице в новогодние праздники, доктору или все же его пациентам. Здесь исключительно врачебный и своеобразный юмор, но если вы цените работу медицинского персонала и не имеете ничего против хорошенькой порции сарказма, то хватайте эту книгу и устраивайтесь поудобнее. Здесь вас ждет рождественская атмосфера, нелепые травмы и обострения, пациенты с изюминкой, приправленные хорошим, добрым цинизмом автора. Я от всей души рекомендую вам эту книгу. Как только эта книга попала в мои руки, я не могла оторваться от нее ни на секунду. Я желаю вам хороших выходных, приятного чтения, будьте здоровы и читайте книги. Каждый раз, смотря на эту рубрику, узнаю что-то новое, интересное для себя. И всем, конечно, рекомендую воспользоваться таким замечательным советом, прочитать, потому что врачи делают для нас очень много, и в предпраздничные дни особенно ценно, что есть люди, которые стоят на страже нашего здоровья. Но мы продолжаем, и что же дальше? Дальше говорим правильно, и мы переключаемся на сказки. Сегодня у нас новое волшебное слово «леший». Доброе утро, дорогие телезрители! Мы продолжаем наш разговор о волшебных существах, о том, как их названия
возникли в русском языке. В прошлый раз мы с вами говорили о слове «русалка». И можно точно сказать, что о слове «русалка» известно точно, что точно ничего не известно. Другое дело слово «леший». С ним все просто и понятно. Это слово появилось из старославянского слова, из старославянского языка и дословно переводится как «лесной, поросший лесом». Постепенно это слово приобрело негативный окрас и стало обозначать враждебно настроенного духа, который обитает в лесах. Это был хозяин леса, и этот дух, он враждебно относился к людям, потому что оберегал флору и фауну от пагубного влияния людей. Видимо, экологические проблемы шли с человеком рядом с незапамятных времен. Итак, леший – это лесной, поросший лесом. Обитатель лесов – злой дух, который оберегает свои владения. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Мы продолжаем тему чтения, и в Тамоте прошел конкурс чтецов. Давайте узнаем, как это было, это очень интересно. Этот день занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Это праздник нежности, вечности. Ведь из поколения в поколение для каждого из нас мама остается самым главным человеком в жизни. Конкурс чтецов ко Дню Матери – это не просто соревнование, это возможность сказать все, что так долго остается несказанным, пережить моменты, которые по-настоящему проникают в сердце и дарят искреннее счастье. Данный праздник показывает, вернее, дает нам возможность еще раз проявить любовь к матери, рассказать, как мы ее любим в стихах. Нами было составлено положение, которое мы разослали по всем школам нашего города. К нашему счастью, откликнулись все школы, детский сад один. Участников было настолько много, что нам пришлось конкурс разделить на 2 дня. Все 2 дня наших конкурсантов оценивали компетентное жюри. Татьяна Варламова. Берегите маму, радуйте, лелейте. Мама – самый близкий в мире человек. В этом конкурсе каждая читаемая строчка пронизана глубочайшими чувствами, сильным внутренним желанием отдать дань почтения нашим матерям и поблагодарить их за все, что они делают ради нашего счастья. Стихотворение «Счастливый ребенок». Я учила его по 2 недели. Этот стих мне выбрал мой воспитатель Юлия Романовна. Прости, я порой их не слушаю. В упорстве моем равных нет. И когда я стану постарше, я буду звонить каждый день. Ты трубку поднимешь? Доча, что нового расскажешь теперь? Главное для чтеца – это подобрать стихотворение. А уже как его выучить, если оно тебе понравится, то это будет уже легко. А вот ударения, паузы и многое другое мне уже одному не осилить. В этом мне помогла моя учительница Екатерина Ивановна. Были приглашены жители города посетить этот великолепный конкурс, чтобы отметить вместе День матери и подарить родным женщинам незабываемые моменты. Ирина Князева, Ринат Нахиев, Виолетта Сыроведник, Томмот. Какие замечательные юные читатели. И благодаря именно учителям, мне кажется, они вдохновились, чтобы выучить эти стихотворения. Было приятно посмотреть, но мы продолжаем и расскажем сегодня о воспитательнице, о очень талантливой воспитательнице, которая мастерит куклы. Живет она в Светлом. Туяра Дегтярева, автор, который мастерит не просто кукол, а волшебных кукол. Каких готовит к следующему конкурсу, узнаем прямо сейчас. Я в каждую из них вкладываю свою душу, и они рождаются сразу своим характером, как будто вот отдельные личности. Поэтому одинаковых кукол вообще не может быть. Мастер авторских кукол Туяра Дегтярева шаг за шагом выводит лицо будущего персонажа из полимерной глины. Чтобы придать лицу куклы выразительные черты, жительница Светлого постигла азы скульптуры. Используя различные инструменты, рукодельница выводит складки, морщины и мелкие текстуры. Стоматологические вот инструменты есть. Вот это для маникюра, вот для отодвигания кутикулы.
А это вот еще для кондитеров тоже. Создавать куклы Туяра Дегтярева научилась 7 лет назад. Сегодня мастер считается одной из лучших кукольников республики. В конкурсе авторских кукол «Халапта-Халбука» в Якутске Туяра стала лауреатом 3-й степени. Работы мастерицы из Светлого узнают по всей России. Жители, например, Санкт-Петербурга в качестве якутского сувенира заказали Чусхана, символ холода, и его внучку Харчану. Туяра Дегтярева совершенствует технику исполнения, проходит мастер-классы. Она уверена, кукольники должны не только лепить, но и рисовать, вышивать, расшивать бисером. Туяра освоила и технику валяния. Чтобы придать образу больше жизни, нужно продумывать и одежду персонажей. Сегодня Туяра Дегтярева впервые собирает куклу на шарнирной основе. Пока она не может раскрыть все детали. Композиция представит историю алмазного региона на республиканском фестивале «Якутия мастеровая». Сейчас уже очень много людей, которые занимаются кукольным творчеством, изготовлением кукол. И чтобы отличиться от них, нужно иметь свой стиль, свой почерк и все время усовершенствовать свою технику работы. Иванна Филиппова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Потрясающие куклы делает своими руками мастерица. Это настоящее волшебство. Конечно, на это не каждый способен, но есть новогодний декор, который под силу сделать каждому. Из сушеных цветов, из веток и еще чего-нибудь. Ну, конечно, можно что-то такое, а может быть что-то попроще. Главное, своими руками и в хорошем настроении. Можно сделать даже всей семьей. Давайте посмотрим, что нам предлагает сделать Юлия Громова из Устнеры. Здравствуйте, меня зовут Юлия Викторовна. Я педагог дополнительного образования детского центра «Пегас». Мы сегодня будем делать новогодний декор в форме полумесяца. Нам понадобится картонка, веревка для вязания, любая, и шишки. Я взяла вот 3 штуки, и елочные ветки, и горячий клей. Я взяла полумесяц, и его мы обматываем сейчас. Так. Чем туже, тем лучше. Обматываем. Так. Мы проклеиваем кончики, чтобы веревка не распустилась. Вот. И прячем наш клей. Вот то, что у меня вышло. Теперь я беру вот елочные ветки и теперь их ложу, чтобы было покрасивее. Например, так. Примерно пока что так ложим, перед тем, как клеить. Например, так вот. Теперь клеим шишку. И еще можете что-нибудь сами добавить. А вот то, что у нас вышло в итоге. Для этого декора мне понадобилось много материалов. Всем спасибо. До свидания. Пока.
Мне кажется, такой декор может сделать каждый. Можно найти что-нибудь дома, смастерить. И такие, конечно, сюжеты очень вдохновляют что-нибудь сделать с детьми. Поэтому берите на вооружение. Ну, а мы двигаемся дальше и переносимся по миру, где что происходит. Это не причудливые люстры, а самые настоящие новогодние ели. Такой тренд набирает популярность за границей. Продавцы говорят, что ель на потолке экономит пространство, а также определенно удивляет всех гостей. Ну и, возможно, до такой елки не доберется кошка, хотя не факт. Менее экстравагантные тенденции в праздничном оформлении этого года – это нежно-розовые и персиковые оттенки или насыщенный розовый цвет, как в фильме «Барби». Часто их сочетают с золотым. А если вам по душе белый, то этот год – самое время, чтобы его применить для декора в вашем доме. Вот такие замечательные, интересные тренды мы увидели. Я бы с удовольствием что-нибудь повесила себе на потолок. Ну, жаль, в квартире, наверное, не поместится. Ну, а мы переносимся дальше, в Сидней. Тысячами разноцветных огней засверкала Сонс-авеню в пригороде Сиднея. Здесь есть и елка, и импровизированный тоннель, и светящиеся фигуры, гирлянды горят даже на фонарном столбе. Гирляндами и светящимися фигурами украшены десятки домов. Многие жители приходят сюда фотографироваться, либо просто полюбоваться сверкающими иллюстрациями и подготовкой к Новому году. Дома украшают всей семьей. Обычно на это уходит примерно 12 часов. Вот на такую красоту. Захотелось перенестись куда-нибудь, где светло и ярко, хотя, надо сказать, сегодня нет тумана, и пока доехала до работы, тоже увидела, какой у нас красивый город. Но переносимся дальше. Целый лес рождественских елок представили публике в Музее науки и промышленности в Чикаго. Центральное место занимает ель высотой 15 метров. Остальные расставлены по залам музея. Всего здесь сверкают огнями 57 рождественских елок. Их украсили в традициях разных стран. Возле каждой есть короткое описание. В 1942 году для выставки использовали одну елку. Каждый день ее украшали заново, чтобы представить традиции союзных стран, которые сражались бок о бок с Америкой во время Второй мировой войны. Рождественские украшения меняли 12 дней. Позже елок стало больше. Их по-прежнему украшают люди разных национальностей. Гости музея могут познакомиться с культурой Австрии, Чехии, Румынии, Франции и многих других стран. В этом году выставка посвящена снегу. Каждые полчаса по музею начинают летать искусственные снежинки. Выставка рождественских елок продлится здесь до 7 января. Хочется перенестись туда и посмотреть, есть ли там елка СССР. Ну, наверное, где-то, может быть, промелькнула. Между тем, новогоднее настроение приходит из стран бывшего Советского Союза. Так, например, в Туркменистане национальные сказочные герои поздравили жителей Ашхабада. Вот тоже очень интересно было и насыщенно. Главная елка страны высотой 44 метра украсила в пятницу площадь культурно-развлекательного центра «Алем» в Ашхабаде. На кадрах Аяз Баба и Гарпамык, туркменский Дед Мороз и Снегурочка ведут детей в праздничной елке. Также на видео юные участники церемонии зажжения огней получают подарки, пока для них выступают артисты в костюмах из популярных мультфильмов. Аяз Баба поздравил всех детей с наступающим Новым годом. Это всегда волшебный момент для нас. Зажигая елку, мы наполняем сердца людей радостью, надеждой и волшебством Нового года. Пусть каждый встречает Новый год с открытым сердцем. Пусть в жизни будет больше смеха, тепла и доброты. Пусть сбудутся самые заветные мечты. По данным СМИ, новогоднюю елку украсили 4000 игрушек и 55 тысяч светодиодных лампочек. Дерево изготовлено из натуральных еловых веток, привезенных из Сибири. Новогоднюю елку украшают мониторы, на которых изображены рыбки, символы 2024 года по туркменскому национальному календарю. В день празднования Нового года на площадке будет организована специальная мини-ярмарка, на которой детям вручат подарки от имени президента Туркменистана Сердара Бардамухамедова. Сегодня у нас получается настоящее путешествие по разным площадям, и мы переносимся в Таджикистан, где оформили главные площади городов новогодними инсталляциями.
Главная елка страны украсила в субботу площадь Истеклол в столице Таджикистана. На кадрах люди покупают подарки на новогодние ярмарки и гуляют у 30-метровой ели, которую украшают 200 тысяч светодиодных ламп. По словам местного жителя, сказочная атмосфера города снова вернула взрослых в детство. Новый год, он в каждой стране отмечается по-разному. Но в целом взрослые, мы становимся детьми, а наши дети, они ждут чуда. Исходя из этого, Новый год, он для нас это как праздник, семейный праздник, во-первых, потому что он должен отмечаться в кругу семьи. Ну, естественно, с визитом друзей, знакомых, коллег, много корпоративов в целом. Но Новый год для нас в целом, таджикистанцев, мы всегда горды тем, что мы живем в этой сказочной стране. У нас процветание, как вы видите, прекрасная красота. Все это говорит о чем? Это говорит о стабильности, о мире, о гостеприимстве прекрасного таджикского народа. И мы всех дорогих наших гостей также ждем в прекрасный город Душанбе. В новом году каждый человек ждет новых перемен, изменения, улучшения, развития человека. В новом году каждый для себя ждет какого-то магического праздника, строит себе планы, кому что подарить, кто что подарит. Это всегда интригующе. В новом году особое настроение у народа. Ночью елка превращается в огромный экран, где будут показывать поздравления местных жителей с наступающим праздником. Внутри новогоднего дерева находится дом Деда Мороза, который будет встречать гостей у входа. Потрясающее у нас вышло сегодня путешествие, такое утреннее и яркое. Но до Нового года еще далеко, а прямо сегодня Национальный день леденцов в США. А еще в этот день, в 1997 году, впервые на экраны в США вышел фильм «Титаник». Есть повод пересмотреть. Но какие сегодня еще события, узнаем прямо сейчас. На календаре 19 декабря. Сегодня день военной контрразведки. День снабженца в России, Международный день помощи бедным. Также сегодня отмечают день рождения линолеума. По народному календарю в этот день православная церковь чтет память одного из самых почитаемых на Руси святых – Николая Угодника, или, как его еще называют, чудотворца. По народным приметам на Николу никому нельзя было грустить. Считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной. Народные приметы в этот день гласили: какой день на Николу зимнего, такой и на Николу вешнего. Иней на Николу к урожаю. Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет. Родившиеся 19 декабря отмечены судьбой. Они способны преодолеть любые трудности. Носить им следует лазурит или родонит. События, которые в этот день произошли. В 1866 году Федор Тютчев написал свое стихотворение «Умом Россию не понять». 1901 год состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий. 1943 год. Основано Калининское Суворовское военное училище. В 1948 году ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В этот день возвратился экипаж космического корабля «Аполлон-17». Он приводнился в Тихом океане 19 декабря 1972 года. В 1987 году Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе. 2012 год. Пак Кын Хе стала первой женщиной-президентом Кореи. В алжирском городе Айн-Сефра 19 декабря 2016 года впервые за 37 лет выпал снег. В 2017 году Россия и Абхазия подписали соглашение о взаимном признании образования. 19 декабря в 2018 году был открыт скоростной транспортный тоннель под Лос-Анджелесом, задуманный как альтернатива наземному виду транспорта. В этот день родились: 1788 год родился князь Сергей Волконский, русский генерал, герой Отечественной войны 1812 года. Альберт Майкельсон родился также в этот день в 1852 году. Американский физик, измеривший скорость света, лауреат Нобелевской премии.
В этот день свой день рождения отмечал Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, руководитель Советского Союза в период с 1964 по 1982 годы. Родился он в 1906 году. Эдит Пиаф родилась в 1915, французская певица, шансонье. Но мы переключаемся на более серьезные темы, и сейчас обсудим как раз то, что говорил в начале эфира, безопасность. То есть у нас сегодня такая иллюминация, но как сделать так, чтобы это не нанесло ущерб. У нас сегодня в гостях Базаржап Рабжиров, старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы Государственного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Ну, у нас сегодня такая серьезная тема, потому что Новый год — это, конечно, прекрасно, но, конечно, у вас именно обстановка, наверное, сложная. Ну да, у нас с новогодними праздниками большинство пожаров начинается. И если по анализу начать, на сегодняшнее время 634 пожара зарегистрировано, а аналогичный период прошлого года 673 пожара зарегистрировано. Что является причиной в основном пожаров? Ну, основные причины пожаров — это у нас неосторожное обращение с огнем и также нарушение правил пожарной безопасности при устройстве эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов. Ну, сразу переключаемся, что у нас все гирлянды, в принципе, это электроприборы, да? Основная техника безопасности. То есть я хочу купить гирлянду. На что мне стоит обратить внимание? Вот приехала в магазин, увидела гирлянду, чтобы не везти ее домой. Ну, вроде в магазине могу, конечно, проверить, что она горит. А на что еще более детально обратить внимание? Что учесть, например, может быть, из каких материалов, какие там лампочки, куда я хочу ее вешать? Ну, самое главное, конечно, при покупке гирлянд — это сертификат, чтобы было. Как в сертификате все уже указано, из чего она сделана, это гирлянда. Ну, когда при покупке, конечно, смотреть, в каком состоянии, как привозили его, имеется в виду. Ну, то есть целостность, да, я проверяю целостность. Да. Хорошо, повесила ее на елку, радостно смотрю, елочка у меня светится. Могу ли я оставить это все на ночь, на день, на сутки, на 10 дней, до самого Нового года? При эксплуатации электрооборудования, тех же гирлянд, лучше, конечно, все время выключать. Сейчас продают, получается, искусственные елки, это все уже встроенными электрогирляндами, покупают в таких интернетах, из-за этого может быть там. Ну, то есть мы все равно допускаем, что это все может нагреться, да. Поэтому уходим на работу, выключаем, пришли с работы, включили, на ночь опять выключили. Да, конечно. Хорошо. Если вдруг произошло, вот у меня елка загорелась, то есть искусственная елка начала плавиться, появилось пламя, какие мои действия, что я должна предпринять? В первую очередь, конечно, попробовать выключить, если только обнаружили, когда дым идет, выключить, попробовать выключить. Если не получается, уже начинало возгорание, перешло, лучше, конечно, эвакуироваться. Из-за этих электрооборудований, имеется в виду гирлянд, может быть не только от гирлянды произойти, и также во что она включена, в розетку, плохая розетка может быть включена. И также в основном все включают через удлинитель. Удлинитель, несколько розеток. Большинство случаев во все розетки включают. Тоже это опасно. И всегда это все выключать имеется в виду. Ну, то есть я сначала должна, получается, прежде установки елки, я должна проверить, где она у меня будет стоять, да. Посмотреть, насколько у меня хорошая розетка, то есть ее крепление, что она четко стоит, да, там не искрит, да. Ничего. Потом, получается, выбрать тройник с напряжением. Они как-то отличаются, да, то есть
качественный, тоже сертифицированный. Да, удлинители тоже имеют сертификаты свои. И, в большинстве случаев, конечно, лучше покупать удлинители, которые имеются защита от короткого замыкания, от нагрева. Вот такие. То есть качественные, Да. серьезные, с предохранителем. Хорошо. Чтобы быть застрахованной от того, чтобы у меня что-то произошло, мало ли вдруг загорится, какие средства мне лучше приобрести? Огнетушители? Что вообще должно быть дома у каждого на всякий случай? У каждого, конечно, должно быть огнетушитель, как вы сказали. Какой? Порошковый. Именно порошковый? Да, порошковый. И желательно в квартирах везде устанавливать автономные датчики. Это что такое? То есть датчики дыма? Да, датчики дыма. Они, в каждой комнате? Они сразу при обнаружении дыма сразу начинают подавать сигнал. И, возможно, когда человек спит, люди спят, она дает сигнал, и уже можно проснуться, имеется. А куда нужно обращаться, чтобы это все установить? Или если вдруг произошел пожар, куда я сначала звоню? Эти датчики, это имеете в виду, в любых магазинах уже продаются. Самостоятельно могу установить, хорошо, поставила. Огнетушители, это все можно купить, имеется. То есть огнетушители я тоже могу спокойно приобрести? Хорошо. Вот случился пожар. Куда я? К вам сначала звоню? Да, конечно. Сразу можно с сотового телефона звонить 101, пожарную охрану, и стационарного телефона 01, как обычно. Спасибо вам большое, что прочитали лекцию. Мы постараемся быть внимательны и при приобретении, конечно, новогоднего украшения отнестись серьезней. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем. Прямо сейчас для вас последние новости. Якутия, доброе утро. Далее смотрите блок новостей. Со второго полугодия в Якутии вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Рост совокупной платы составит в среднем 9,5%. Об этом сообщил председатель Госкомцен Республики Николай Бочков. В первом полугодии цены на услуги ЖКХ меняться не будут. По прогнозам, с 1 июля тарифы в среднем по республике на теплоснабжение вырастут на 16,8%, на водоснабжение почти на 20%, на водоотведение на 22%. При этом граждане, а также малый и средний бизнес в Якутии защищены законом о льготных тарифах. Поэтому средний индекс роста платы граждан за услуги ЖКХ составит 9,5%. В Якутске стартовал республиканский сбор, где подводят итоги деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На протяжении недели пройдут семинары, слушания и практические учения. На контрольно-проверочных пожарно-тактических учениях воссоздадут чрезвычайные ситуации, после которых будет проведен подробный разбор. На сборы приехали представители 35 территориальных подразделений для защиты населенных пунктов от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. На территории республики создано 153 подразделения противопожарной службы, 47 пожарных частей, 106 малочисленных пожарных пунктов. Общая численность кадрового обеспечения по республике – 2700 человек. За 2003 год у нас идет снижение пожаров, при этом наблюдается рост гибели и травмирования людей на пожарах. В основном пожары у нас происходят в жилом секторе. Причина – неосторожное обращение с огнем. Задачи, конечно, это по нашему направлению – это снижение пожаров, предупреждение и профилактика. Начались перевозки по новым схемам движения автобусных маршрутов под номерами 16 и 1 в Якутске. Так, 16-й маршрут теперь осуществляет заезд на улицу Лонгинова, а маршрут номер 1 движется по старой схеме. Однако конечной остановкой стал Ричпорт. На сегодняшний день по маршруту номер 1 выехали 10 автобусов с интервалом движения около 15 минут. А по маршруту номер 16 выехали 16 автобусов с интервалом движения около 11 минут. Кроме этого, принято решение запустить движение маршрута номер 109 по проспекту Ленина. Также 18-й автобус конца текущей недели будет курсировать по Поярково, а автобус номер 5 по проспекту Ленина. Напомним, движение маршрута номер 8 временно приостановлено.
Утром сегодня мы также выехали совместно с руководством Союз Авто по улице Лонгинова и посмотрели, как в час пик ездит 16-й маршрут на улицу Лонгинова. Посмотрели 3 рейса, это с 7 утра, получается, у нас 3 рейса, в оба направления приехали. Люди все нормально разместились в автобусе, никакой толпучки сильной не было. На остановках никого не осталось. То есть мы убедились, что автобус нормально двигается по этому маршруту. Владельцы гостевых домов смогут оформить их в упрощенном порядке, после чего легально работать и рекламировать свои услуги, а также рассчитывать на поддержку государства, что позволит сделать размещение в гостевых домах еще более доступным. Законопроект находится на рассмотрении Госдумы, парламентарии обсуждают поправки к нему. Также и грядет регулирование горнолыжного туризма. Еще одна проблема, которую поможет преодолеть закон – высокие тарифы на воду и электричество. Сейчас ресурсоснабжающие организации устанавливают для гостевых домов коммерческие тарифы, что является достаточно спорным. Правительство России утвердило стратегическое направление цифровой трансформации отрасли культуры. На распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Отмечается, что направление содержит 6 проектов, которые должны помочь инновационному развитию отрасли. В их числе инициатива «Сервис Госбилет», предполагающая разработку единой цифровой среды для учета всех билетов на культурные мероприятия в России. Этот сервис избавит зрителей от поддельных билетов. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Как всегда, у нас самые интересные и позитивные новости. Узнала сама тоже много интересного. Ну, а мы переносимся в Алекминск. Движение ЮИД все больше набирает силу. На это время в Алекминском районе более 200 детей. Члены отряда всего в районе 21 отряд. В декабре они провели фестиваль КВН, где приняли участие команды школ, детских садов, городов и наслегов. Победители по итогам года получили замечательные призы. Прямо сейчас узнаем, как это было. Итоги года подвели отряды юных инспекторов движения. Строгое жюри оценивало не только задания КВН, но и работу за год. Смотрели, кто сколько провел мероприятий, кто в каких мероприятиях участвовал, в районных, республиканских, в российских, федеральных. И на основе этого отчета мы выбрали лучший отряд сегодня. Это отряд школа номер 2 и школа 1 Нерюктяя. Безусловные призеры команды школы номер 2. Руководитель заинтересован в результате. У нас они вступили в 6 классе в этом 23-м году, а сейчас они 7-классники. И вот мы в эту весну 6 класс будем посвящать. Вот у нас уже больше 20 человек, значит, будет, наверное, уже 30-40. И каждый год будут вступать и вступать. Самое главное, они работают с малышами, объясняют к соревнованиям, когда готовимся. Мальчишки вообще правила знают. Всего за 1 год команда успела не только получить навыки, но и представить район в республике. Мы сначала выиграли здесь, на районных соревнованиях. Потом поехали в Якутск. И прошли соревнования и заняли 4-е место. Как считаешь, что тут помешало войти в тройку? Опыт. Сам формат встречи не просто награждение, а КВН. Уже поднял всем настроение. Старались все, даже самые юные участники школы номер 1. Вы придумали знак? Осторожно, ежики! Мама бравого командира улыбается. Сколько есть пользы от того, что ребенок занимается этим? Большая польза, он знает практически все знаки, да, ему нравится это, машины, мальчик. Нескучные знания, которые дают несомненную пользу как малышам, так и старшим ребятам. В прошлых ЮИДах я тоже слышала, но редко как-то. Я не знала, чем там занимаются обычно. Оказывается, это очень интересно даже. Мы репетировали несколько дней, потому что для нас это было легко и было интересно. Мы каждые 3 часа, наверное, после школы ходили на репетицию, репетировали, и в целом было весело. Марина Витальевна Мартынюк в теме с 2004 года.
Это очень даже эффективно. А вот взрослые детишки, да, которые уже в 14 лет, да, они нам помогают в школах. И мы все равно не всегда успеваем прийти, оказать какую-то практическую помощь с детьми. Да. Мы просим своих иидовцев, и они проводят мероприятия в начальных классах, в начальном звене. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Удивительные ребята так активно участвуют, и здорово, что это уже дает свои плоды. Ну, а мы прямо сейчас спешим познакомить вас с погодой на сегодня. Итак, в центральных районах температура воздуха составляет минус 36, минус 44 градуса, в заречной группе 44-48 ниже нуля, в южных 34-44 градусов мороза, в Вилюйской группе минус 35, минус 37, в Нижнеленских 38-44 ниже нуля, в западных 33-36 градусов мороза, в Колыму-Эндигирской группе Улусов минус 28, минус 49, в Янских 24-39 ниже нуля, на северо-западе 12-31 градусов холода. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 40, атмосферное давление 770 мм ртутного столба, ветер юго-западный. Сегодня днем минус 36, минус 38. Всем еще раз хорошего дня, отличного настроения, до новых встреч на Якутия 24. Начинайте утро вместе с нами.